Республике Коми прошли Дни культуры финно-угорских и самодийских народов. Об этом мнение художественного руководителя национального ансамбля СРСФ Ямало-Ненецкого автономного округа Олега Ролева. Здравствуйте, Олег Эмильевич. Здравствуйте. Да, впечатляет, конечно, игра на бубне. Как прошли Дни культуры финно-угорских народов в Республике Коми? Ну, я думаю, что на высоком уровне. С двух сторон было и организовано великолепно, и все прошло на высочайшем, на классном, на очень интересном уровне. Ну, я просто общался с публикой, они были просто в шоке от того, что увидели. У вас есть какие-то секреты? Колдовские, я так понимаю, секреты. Не знаю, наверное, бубен сам по себе такой вот колдовской, интересный инструмент и волшебный, можно сказать. И даже программа так называется «Из века в век под звуки бубна». Мы начинаем с бубна, заканчиваем внутри, и сопровождение все идет этим инструментом, как основным. И в итоге в конце, так сказать, шквал аплодисментов, зрители не поймут ничего, и вот стоят, хлопают просто, и от этой программы в шоке на самом деле. Коллектив СРСФ впервые в республике, да? Да, впервые. И впервые у вас такое сотрудничество, вместе выступать с Лидией Логиновой? Впервые, и нам очень понравилось. То есть все было в контексте, все четко. Ее работа, наша работа, она слилась воедино, можно так сказать. После вот такого выступления, как сейчас, у вас какие-то, может быть, задумки возникли? Может быть, совместные дальше проекты? Да, вот есть такая задумка, мне показали буквально сегодня карту Коми Республики, и я посчитал примерно, насчитал где-то 19 городов. Если сделать совместные концерты с Лидией Логиновой, еще с интересными коллективами Коми, да, допустим, сделать вот такой проект, в каких рамках, я не знаю, это можно будет подумать. И вот эти все 19 городов сделать по концерту, может быть, по 2 где-то концерта. Я думаю, что это будет достаточно интересно. Кстати, публика сильно отличается на севере публика и чуть южнее, как у нас? Вы знаете, наверное, во все времена север и юг, они всегда отличались. Более горячий юг, более сдержанный север. Но мне так кажется, что если программа выстроена правильно, есть интересные номера, моменты в программе, правдивость этого, то, наверное, любая публика взрывается и, наверное, превращается в какой-то такой материал, который идет на поводу за артистами, а артисты идут на поводу за зрителями. Совместная эта вся штука и превращает это все в бурные аплодисменты, в хорошее посещение концертов и так далее. А сколько лет коллективу СРСФ? Сейчас уже 48 лет. Будет через 2 года 50 будем праздновать. Это солидный возраст для коллектива. Тем более, насколько мне известно, я не знаю, правда или нет, у вас в коллективе не профессиональные артисты. Вы знаете, все артисты нашего коллектива получают зарплату. А если они получают зарплату, значит, они профессионалы. Я всегда пытаюсь найти человека, который в душе танцует, в душе может, из души отдать зрителю свое тепло. Это редкие люди. И, наверное, сплав таких людей у меня в коллективе. То есть я подбираю людей, я смотрю, как он может себя показать на сцене. И сможет ли он показать тот материал, который накоплен за 50 лет в ансамбле, понимаете? Где все-таки берете идеи и репертуар? Вы знаете, когда я пришел на коллектив, первым делом я оббежал все музеи. Оббежал все музеи, библиотеки, я начал штудировать книги. Но самое лучшее, конечно, это идея брать из жизни. То есть мы гастролируем очень часто по округу, и бываем на форумах коренных людей Ямала. И мы видим, я смотрю, как двигается, как общается, как что-то делает. И прям рядом стою, спрашиваю. То есть я очень много интересуюсь этим, отсюда и нахожу идеи. Еще можно сказать о том, что
Я сотрудничаю и с аборигенами Сибири и Дальнего Востока. У нас есть такой фестиваль «Манящий мир и этническая Россия», в котором я являюсь режиссером-постановщиком и главным балетмейстером. Отсюда я и ищу все свои идеи, замыслы и для концертных программ. Вот многие наверняка вас воспринимают как настоящего шамана. Подходит к вам, Ну, там, обращается, там, развить тучи, там, Бывают такие погоду моменты. попросить хорошую. Бывают такие моменты. И вот буквально в том году, когда мы ездили на гастроли по Южному федеральному округу и в Пятигорске, с утра пошел просто ливень, и мы уже не знали, что делать. У нас 1,5-часовая программа, в 3 часа концерта, вот прям ровно до 3 часов это все лило. И мы все достали вот бубны и давай просить у погоды, чтобы нам как-то хоть, наверное, какое-то время выглянуло солнышко. И оно выглянуло, мы 1,5 часа отработали, а потом пошел дождь. Видите, может быть, вы сами, наверное, не знаете, что вы обладаете такими свойствами. Вы знаете, порой человек и не знает, многие люди не знают, чем он обладает. Может быть, и я чем-то обладаю, не знаю, но вот меня шуткой зовут там шаманом, Наима, главным шаманом. Ну, это как бы шутка. Но вы знаете, ведь слова очень часто материализуются, и где шутка, где правда, мы порой не понимаем сами в жизни. Возвращаясь к Дням культуры финно-угорских народов и самодийских народов, как вы считаете, по вашему мнению, это необходимо для вас, лично для вашего коллектива, или, может быть, для публики необходимо? Вы знаете, как необходимо для нас, так и для публики, потому что ведь все то, что делаем мы делаем для того, чтобы это показать. А показать кому-то надо, мы показываем это публике. Но вам интереснее выступать для какой публики? Для западной? Потому что я знаю, что вы за границу часто ездите. Или все-таки где-то в глубинку приезжать? Вот последние 3 года я пытаюсь охватить Россию, насколько нашему коллективу помогают и деньгами, там, и всем, чем можно. Мы в России стали больше выступать. Западная публика любит север, любит правду, любит живое исполнение. Это однозначно. И очень хорошо принимает наш коллектив. В принципе, в любой стране. Везде как бы аншлаг, скажем так. Олег Емельевич, на этом мы заканчиваем. Я вам желаю побольше аншлагов, чтобы они никогда не заканчивали. Спасибо за то, что вы пришли, за вашу интересную точку зрения. Спасибо. И я хотел бы напоследок сказать, поблагодарить зрителя, поблагодарить всех тех, кто принимал участие в наших гастролях. Спасибо вам всем. Таково мнение о Днях культур финно-угорских и самодийских народов художественного руководителя национального ансамбля «Сыр РСФ» Ямало-Ненецкого автономного округа Олега Ролева.